Қайырлы күн, құрметті әріптестер, құрметті бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, Самұрық-қазына қорының баспасөз алаңына қош келдіңіздер. Брифинг модераторы мен Әсем Сартбаева. Біздің бүгінгі брифингіміз Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының 2022 жылдың 9 айындағы қаржылық көрсеткіштеріне арналады. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые представители средств массовой информации. Добро пожаловать на пресс-конференцию фонда Самұрық-қазына. Тема сегодняшнего брифинга – показатели финансовые итоги акционерного общества национальной компании «Казмунайгаз» за 9 месяцев 2022 года. Қымбатты әріптестер, бүгінгі брифингті бастамас бұрын бірнеше хабарландыру айта кетсем, өздеріңіз білесіздер, қазіргі таңда біз офлайн форматта баспасөз алаңын жүргіземіз, бірақ бүгінгі шараға келе алмаған өзге де әріптестерімізге ыңғайлы болу үшін әдеттегідей Самұрық-қазына қорының ресми YouTube желісіндегі ресми парақшасында тікелей көрсетілім жүріп жатыр. Сондай-ақ дәл қазір Zoom платформасында да өзге әріптестерімізге ыңғайлы болу үшін тікелей көрсетілім жүруде. Бүгінгі тақырыпқа қатысты қандай да бір қояр сауалдарыңыз болса, 8-702-767-04-52 телеграм нөміріне жолдасаңыздар болады. Уважаемые коллеги, сегодня в ходе брифинга заместитель председателя правления по экономике и финансам акционерного общества национальной компании «Казмунайгаз» расскажет о финансовых показателях компании за 9 месяцев текущего года, а также значимых корпоративных событиях и сделках, которые повлияли и повлияют на операционные и финансовые результаты «Казмунайгаз». Ендеше бүгінгі спикерімізбен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Қарабаев Дәурен Сапаралыұлы, «Казмунайгаз» басқарма төрағасының экономика және қаржы жөніндегі орынбасары. Дәурен Сапаралиевич, сөз кезегі өзіңізде. Әсем, рахмет. Қайырлы таң, құрметті журналистер. Ең алдымен баршаңызға уақыт бөліп бүгінгі брифингке қатысып отырғаныңыз үшін алғысымды білдіремін. Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы кеше биылғы 9 айдың жұмыс нәтижесі бойынша қаржы есебін және оған қосылған сыртқы аудиторлардың қорытындысын жариялады. Бүгін мен сіздерге Қазмұнайгаздың 2022 жылдың 9 айдағы басты өндірістік және қаржы көрсеткіштері туралы қысқаша айтып өтемін. Өндіріс көрсеткіштері туралы айтсақ, мұнай және газ конденсатын өндіру көлемі 2022 жылдың 9 айында 16,1 миллион тоннаға жетті. Бұл көрсеткіште Қазмұнайгаздың ірі жобаларындағы үлесі есептелінген. Өндіру көлемі өткен жылдың 9 айындағы деңгейден сәл ғана артық. Ілеспе және табиғи газдың өндіру 1,4% артып, 5,9 миллиард текше метрге жетті. Қыркүйектің 15-не дейін Қазмұнайгаздың мұнай және газ өндірудің шоғырландырылған көрсеткіштеріне Қашаған жобасындағы 8,44% есептелінген. Ал КМГ Қашаған BV-дегі 50% үлесін сатып алған сәттен бастап 16,88% үлесі есептелетінін ескерту қажет. 2022 жылғы 3 тамыздан Қашағанда болашақ мұнай мен газды кешенді дайындау зауытының жұмысы газ кету себебіне тоқтатылған болатын. Ал енді қараша айында оның жұмысы толық қалпына келтірілді. Мұнайды магистраль және теңіз арқылы тасымалдау көлемі 2022 жылдың 9 айында 55,1 миллион тонна болды. Каспий құбыр консорциумның жұмысына келсек, 12 қараша күні теңіз айлағындағы терминалдағы құбырдан танкерге мұнай құятын бірінші айлақ құрылғысында қалқымалы танкіні ауыстыру жұмыстары толық аяқталды. Осылайша қазір бірінші және екінші айлақ құрылғысы толық жұмыс істеп жатыр. Сондықтан теңіз терминалында мұнай жөнелтудің бір тәуліктік көлемі толық қалпына келді. Қазіргі кезде резервте тұрған екінші айлақ құрылғысында қалқымалы танкіні ауыстыру жұмыстары басталды. Есептік кезеңде қазақстандық және румын мұнай өңдеу зауыттарында көмірсутек шикізат өңдеу көлемі
5,8%-ға ұлғайып, 14,9 миллион тоннаға жуықтады. Осы жылдың 9 айында қазақстандық және румын мұнай өңдеу зауыттарында мұнай өнімдерінің өндіру көлемі 6,1%-ға өсіп, шамамен 13 миллион және 8 миллион тоннаға жетті. Бұл ретте қазақстандық мұнай өңдеу зауыттары 9,8 миллион тоннадай мұнай өнімдерін шығарды. Бұл көрсеткіш өткен жылдың осындай кезеңдігінен 2,4%-ға өсті. Барлық қазақстандық мұнай өңдеу зауыттары қалпылы жұмыс істеп, отынды жеткілікті мөлшерде шығаруда. Ал енді 1 қазаннан бері Атырау мұнай өңдеу зауытында жоспарлы жөндеу жұмыстары өтіп жатыр. Переходя к финансовым показателям, хотел бы отметить, что показатели в опубликованной финансовой отчетности за 9 месяцев 2022 года включают приобретение 50% доли в компании КМГ «Кашаган БВ». И, соответственно, показатели за 9 месяцев прошлого года, 2021 года, были также, соответственно, пересчитаны для их сопоставимости. Поэтому финансовые показатели КМГ в ранее опубликованных отчетах отличаются от показателей в отчетности за 9 месяцев 2022 года. Выручка или общий оборот компании в тенговом выражении выросла на 47%, составила около 6,8 триллионов тенге по сравнению с 4,6 триллиона тенге годом ранее. При этом общая выручка, включая долю в прибыли совместных и ассоциированных компаний, финансовые и прочие доходы, выросла с 5,2 триллионов тенге до 7,7 триллионов тенге. Общие затраты также увеличились с 4,3 триллионов тенге до 6,2. Основной рост затрат пришелся на рост стоимости нефти, которую компании группы КМГ, это Ромпетрол и КМГ Трейдинг Швейцария, покупают для переработки или последующей продажи, а также в связи с ростом фонда оплаты труда работникам в регионах присутствия. Кроме того, также выросли уплачиваемые налоги в связи с ростом цен на нефть. В общих затратах налоги без учета корпоративного подоходного налога увеличились на 60% и составили 508 миллиардов тенге, в основном в результате увеличения по рентному налогу и налогу на добычу полезных ископаемых. Показатель EBITDA за 9 месяцев 2022 года составил 2 триллиона тенге. Это рост на 42% по сравнению с 1,4 триллиона тенге в прошлом году. Скорректированный показатель EBITDA, отражающий полученные дивиденды вместо доли в прибыли совместных предприятий и ассоциированных компаний, вырос с 1 триллиона тенге до 1,5 триллиона тенге. Консолидированная чистая прибыль компании сложилась на уровне 1 триллион тенге и увеличилась на 16%. При этом чистая прибыль без учета доли в совместных предприятиях и ассоциированных компаниях незначительно сократилась с 637 миллиардов тенге до 634 миллиардов тенге. Капитальные затраты компании составили 323 миллиарда тенге, увеличившись на 9%, преимущественно в сегменте разведка и добыча нефти и газа. Свободный денежный поток, согласно отчетности за 9 месяцев, сложился отрицательным вследствие сделки по приобретению доли в Кашагане. Однако с поправкой на привлеченное финансирование на сумму 751 миллиард тенге в виде местных облигаций, показатель скорректированный свободный денежный поток сложился положительным в размере 730 миллиардов тенге по сравнению с 425 миллиардов тенге в прошлом году. Хотел бы еще раз отметить, что эти показатели приведены с учетом приобретения дополнительной доли 8,44% в проекте «Кашаган», что привело к полной консолидации данной компании финансовой отчетности «Казмунайгаза», как вновь приобретенных 8,44%, так и имевшихся у КМГ ранее доли 8,44%. В результате этой сделки доля Казмунайгаза в северо-каспийском проекте выросла до 16,88%. Соответственно, показатели за предыдущие периоды также были пересчитаны для сопоставимости. Другими словами, Казмунайгаз ранее предоставлял другие цифры по этим показателям за 9 месяцев 2021 года.
Общий долг на 30 сентября 2022 года составил 4,3 триллиона тенге или 9 миллиардов долларов, согласно финансовой отчетности. Это увеличение на 15% по сравнению с показателем на 31 декабря 2021 года. Рост произошел в связи с приобретением доли в КМГ «Кашаган BV». Ранее мы предварительно говорили о более высокой сумме, около 10 миллиардов долларов. Это тоже корректная цифра. Разница связана только с особенностями бухгалтерского учета по МСФО. Хотел бы отметить, что в финансовой отчетности мы раскрыли детали сделки по приобретению доли в КМГ «Кашаган BV». Так, сумма приобретения в размере 3,8 миллиарда долларов КМГ оплатил следующим образом. 567 миллионов долларов были оплачены сразу за счет дивидендов, полученных от КМГ «Кашаган BV». При этом до этого фонд Самрук-Казына отдельно получил аналогичную сумму дивидендов. Далее около 900 миллионов долларов было оплачено за счет погашения задолженности фонда перед Казмунайгазом. 375 миллионов долларов будет оплачено до конца 2022 года и 364 миллиона долларов будет оплачено до середины 2023 года. И 1,6 миллиона долларов или в тенговом выражении 751 миллиард тенге будет оплачен был оплачен за счет выпуска облигаций в тенге по ставке 3% годовых и сроком погашения в 2035 году. Данные облигации были полностью приобретены фондом Самрук-Казына. Ожидается, что указанные суммы будут оплачены в основном за счет дивидендов, получаемых от самого КМГ «Кашаган BV». При этом надо отметить, что, несмотря на рост в третьем квартале, последние годы долг КМГ планомерно снижался с пиковых значений 19 миллиардов долларов в 2014 году до текущих 9 миллиардов. Как вы знаете, сейчас процентные ставки на международных финансовых рынках значительно выросли. Но КМГ рефинансировал по фиксированным ставкам практически все свои еврооблигации на сумму 6,25 миллиарда долларов в 2017-2018 годах по относительно низким ставкам, которые существовали на тот момент. Соответственно, по сравнению с текущей рыночной ситуацией, стоимость долга для КМГ ниже. Долг КМГ имеет долгосрочный график погашения. Следующее крупное погашение у нас в 2025 году на сумму 500 миллионов долларов США, которые КМГ планирует погасить за счет собственных средств. Консолидированные активы Казмунайгаза на 30 сентября 2022 года составили 17,1 триллиона тенге. С начала года это увеличение с 15,8 триллионов тенге до 17,1 триллиона тенге. В долларовом выражении сейчас это около 36 миллиардов долларов. И собственный капитал на 30 сентября 2022 года составляет 9,9 триллионов тенге, что эквивалентно 21 миллиарду долларов. Из ключевых событий хотел бы отметить, что в июне этого года мы приобрели 49,5% в компании ТО «Казахстан Петрохимикал Индастрис», которая реализует масштабный проект строительства завода по производству полипропилена мощностью 500 тысяч тонн в год. Официальный запуск завода состоялся 8 ноября и уже состоялись первые отгрузки продукции на экспорт. Результаты 9 месяцев Казмунайгаз объявляет в период сбора заявок на простые акции Казмунайгаза в рамках проходящего IPO. Как вы знаете, фонд Самрук-Казына 7 ноября объявил о своем намерении реализовать на казахстанских фондовых биржах КАСЕ и АИКС до 30 миллионов 505 тысяч 974 простых акций КМГ, что составляет до 5% от всех выпущенных простых акций компании в обращении. Цена за одну акцию составляет 8406 тенге. Предполагаю капитализацию компании в размере около 5,1 триллиона тенге или 11 миллиардов долларов США. Другими словами, 100% акций КМГ или собственный капитал КМГ оценивается в 5,1 триллиона тенге. Таким образом, к балансовой стоимости это составляет дисконт более 40%.
Прием заявок инвесторов начался 9 ноября и завершится для институциональных инвесторов 30 ноября, а для розничных 2 декабря 2022 года. Ранее, в октябре 2022 года, в рамках подготовки к IPO компания утвердила новую дивидендную политику, в которой раскрыт порядок определения размера дивидендов. С полным текстом дивидендной политики можно ознакомиться на сайте компании и на сайтах бирж. С 2016 года Казмунайгаз нарастил выплату дивидендов более чем на 300%, с 45 миллиардов тенге по итогам 2016 года до 200 миллиардов тенге по итогам 2021 года. Дивиденды, согласно дивидендной политике, выплачиваются исходя из свободного денежного потока, то есть это заработанные деньги компании, с учетом долговой нагрузки. КМГ ранее делал заявление, что минимальный размер дивидендов следующие 3 года после IPO будет на уровне не менее чем 200-250 миллиардов тенге, что соответствует фактическому размеру дивидендов, выплаченному по итогам 2021 года. При этом также хотел бы отметить, что помимо выплаты дивидендов, дальнейшие перспективы роста компании и, соответственно, роста цены акции, они основаны на ряде проектов, которые компания сейчас реализует. Это проект будущего расширения и проекта управления устьевым давлением на месторождении Тенгиз, увеличение добычи на месторождении Кашаган, проекты геологоразведки как на суше, так и на море, а также проекты нефтегазохимии, включая производство полипропилена уже сейчас и в будущем производство полиэтилена, а также многих других проектов. С 2018 года Казмунайгаз публикует запасы нефти по международным стандартам PRMS. Обеспеченность запасами категории 1П доказанные составляет 16 лет, 2П доказанные и возможные составляет 24 года и 3П доказанные, возможные и вероятные составляет более 30 лет. И в конце хотел бы еще раз предупредить всех казахстанцев о мошенниках, которые через мошеннические сайты и мобильные приложения предлагают инвестировать деньги в якобы национальную компанию Казмунайгаз с обещанием высокой доходности. Такие фейковые сайты упоминают имена известных людей, используют видеокадры из общедоступных официальных видеороликов Казмунайгаза и подменяют оригинальные аудиодорожки. Просим казахстанцев быть бдительными. Вся информация о деятельности компании доступна на нашем официальном сайте, где мы открыли специальный раздел, посвященный IPO. Спасибо за внимание. Готов ответить на ваши вопросы. Дәурен Сапарұлы, баяндамаңызға көп рахмет. Құрметті әріптестер, естеріңізге сала кетейін. Дәл қазір біз тікелей эфирде YouTube желісінде тікелей көрсетілім жүргізіп жатырмыз. Сондай-ақ Zoom платформасына да қосылып, өздеріңіздің сауалдарыңызды жолдай аласыздар. Және де Telegram 8702-767-0452 нөміріне жолдасаңыздар болады сұрақтарыңызды. Бізге әріптестерімізден бірнеше сұрақтар келіп түсті. Соларды оқуға рұқсат етіңіз. Вопрос от рейтер. Тамара Валь. КМГ увеличил свою долю на оптовом рынке нефтепродуктов. Планирует ли КМГ приобретать АЗС или нефтебазы? Сколько дизельного топлива, автобензина и авиакеросина планируется произвести на 3 НПЗ в 2023 году? Спасибо за вопрос. Действительно, ранее в этом году Казмунайгаз приобрел 49% в компании Петросан. И, соответственно, мы сегодня являемся одним из крупнейших игроков на рынке оптового трейдинга нефтепродуктов, нефти и нефтепродуктов. До этого наши объемы составляли около 8 миллионов тонн в год. То есть из 22 миллионов тонн в год, которые мы производим, около 8 миллионов поставлялось на внутренний рынок, которые мы перерабатывали на отечественных заводах и реализовывали в виде нефтепродуктов на оптовом рынке. Сейчас с приобретением дополнительной доли в компании Петросан, соответственно, наша доля на рынке увеличилась. Вы знаете, что согласно инициативе правительства на внутреннем рынке нефтепродуктов идут значительные реформы. Мы ожидаем изменения в следующем году, однако конкретные законодательные акты еще не приняты. Я думаю, что они будут опубликованы в ближайшее время. Эти реформы связаны на то, чтобы повысить эффективность и прозрачность рынка оптового рынка нефтепродуктов.
С точки зрения объемов на следующий год, я сейчас, наверное, точные цифры сказать не смогу, но я могу сказать, что каждый год отечественные НПЗ, они наращивают выработку нефтепродуктов, в особенности бензина и дизеля. Но следующий год, наверное, будет сопоставим с объемами 2022 года, возможно, небольшое увеличение. При этом конкретные объемы сейчас согласовываются Министерством энергетики, имеется в виду между заводами и Министерством энергетики. Как только будут конкретные цифры, мы можем дополнительно сообщить. Спасибо. Спасибо за ответ. Уважаемые коллеги, я напоминаю, если есть у вас какие-либо вопросы, также вы можете отправлять на телеграм-номер 8702 767 0452. Телеграмға келіп түскен сауал Қазақпарат Есімжан Нақтыбай. IPO басталғалы неше акция сатылды? Өтінімдер неше заңды және жеке тұлғадан түсті? Орта есеппен бір сатып алушы неше акцияға өтінім беріп жатыр? Қазіргі күнге дейін неше... Рахмет сұрақтарыңызға. Қазіргі күнге дейін неше өтініш, неше тапсырыс берілген айта алмаймыз. Бірақ ол кезеңі әлі 30 қазанға шейін және 2 желтоқсанға шейін жүріп жатыр. Барлық өтініштерді жинаған кейін ол мәлімет жарияланады, сол кезде белгілі болады. Қазіргі кезде біз барлық жеке тұлғалардан және институционалдық инвесторлардан жақсы сұраныс көріп отырмыз. Бірақ енді сол кезде аяқталған күтейік. Сол кезде барлық ақпарат белгілі болады дейсіз ғой. Вопросы от коллег из Капитал. Несколько вопросов. Біріншісін оқып кетейін. На что планируется направить вырученные от IPO средства? Да, спасибо за вопрос. Реализуются акции, которые принадлежат фонду Самрұқ-Қазына. Соответственно, все поступления придут в фонд Самрұқ-Қазына. То есть в Казмунайгаз средства от IPO не будут поступать. Аналогичная ситуация была при IPO других компаний из Казахстана в последнее время. Насколько нам известно, далее фонд Самрұқ-Қазына планирует направить данные средства в Национальный фонд Республики Казахстан. Спасибо за ответ. Второй вопрос от коллеги из Капитал. По данным Energy Analytics, Казмунайгаз добывал 9 баррелей нефти на одного сотрудника в день, тогда как Shell добывал 39 баррелей, а Chevron 72. Что планируется сделать для повышения эффективности? Да, спасибо за вопрос. Здесь есть несколько аспектов. Во-первых, наверное, эти цифры не совсем сопоставимы напрямую. Дело в том, что, насколько мы знаем, международные компании очень много используют независимых подрядчиков для работы на своих месторождениях. То есть у них может быть штатная численность меньше сотрудников, но они привлекают очень много подрядчиков. Если взять, к примеру, Тенгиз, Карачаганак и Кашаган, вы знаете, там работает очень много подрядчиков, не только во время каких-то проектов, но и также обеспечивая текущую деятельность. Поэтому, возможно, у них штатная численность выглядит меньше, чем у Казмунайгаза. Во-вторых, у нас есть задача по поддержанию занятости, особенно в западных регионах, Мангистауской и Атырауской областях. И мы являемся градообразующим предприятием в городе Жанаузень. И будучи, скажем так, единственным крупным работодателем, мы принимаем во внимание и различные социальные факторы при принятии решений о принятии на работу, увольнении или формировании штатной численности наших работников. То есть вот эти два фактора, наверное, в основном объясняют разницу между нами и другими компаниями. Спасибо за ответ. Следующий вопрос. Казахстан в первом квартале 2023 года планирует перейти к рыночному ценообразованию на сжиженный нефтяной газ. Насколько это позволит повысить прибыль? Ну,
Влияние будет зависеть от того, на каком уровне сложится рыночная цена в тот момент, когда будет переход к свободному рынку. Сейчас нам это трудно сказать, но в целом объемы реализации сжиженного газа не такие большие в нашей общей выручке компании и, соответственно, чистой прибыли. Поэтому влияние на казанный газ, наверное, не будет значительным. Это то, что я могу сказать на текущий момент. Спасибо. Уважаемые коллеги, я напоминаю, мы работаем в прямом эфире. Если есть у вас вопросы, можете поднять руку, а также задать вопросы в Zoom или же написать в Telegram номер. С зала есть вопросы, коллеги? Залдан сұрақтар болса, әріптестер, арнайы микрофон бар. Жақсы, олай болса, әзірге келіп түскен сұрақтарды оқи берейін Телеграмға. Расскажите о приобретении доли в месторождении Кашаган BV. Как вы будете обеспечивать кредит по данной сделке? Как я отмечал в своем докладе и как мы публиковали ранее в пресс-релизе, специально посвященном данной сделке, 15 сентября 2022 года Казмунайгаз приобрел 50% в компании КМГ Кашаган BV, который принадлежит 16,88% в большом проекте Кашаган. Данная доля была приобретена за 3,8 миллиарда долларов у фонда Самрук-Казына. Первый транш мы оплатили сразу в сумме 567 миллионов долларов. Около 900 миллионов долларов было оплачено за счет погашения задолженности фонда перед Казмунайгазом, то есть произошел некий зачет. Далее 1,6 миллиардов долларов было оплачено за счет выпуска местных облигаций. В тенговом выражении это 751 миллиард тенге по ставке 3% годовых и сроком погашения в 2035 году. И также оставшаяся сумма будет оплачена двумя примерно равными траншами по 360-370 миллионов долларов в конце этого года и в середине следующего года. Все данные суммы предполагается оплатить за счет денежных потоков, за счет прибыли, которые генерирует КМГ Кашаган BV. Вот продолжение этой темы. Следующий вопрос. Будет ли доля отражена в финансовых и операционных результатах по итогам года? И для чего вы реализовали колл-опцион по покупке доли в Кашаган BV? Да, сделка по приобретению доли в КМГ Кашаган BV будет отражена по итогам года. Более того, она отражена уже в отчетности за 9 месяцев, о которой я вам только что рассказал. В связи с этим отчетность за 9 месяцев и за полный год тоже будут выглядеть несколько другими, чем отчетности, которые мы публиковали в предыдущие периоды. Поэтому просим читателей обратить на это внимание, то есть цифры не всегда сопоставимы. Колл-опцион мы реализовали для того, чтобы выкупить долю в КМГ Кашаган BV. То есть у Казмунайгаза, начиная с 2015 года, то есть в момент, когда Казмунайгаз продал эту долю фонду Самрук-Казына, всегда было право обратного выкупа. И Казмунайгаз смог реализовать это право в этом году в связи с тем, что финансовое состояние компании улучшилось, и финансовое состояние позволило осуществить этот выкуп. Спасибо за ответ. Мне вот коллеги подсказывают, что коллеги из Улусмедиа хотят задать вопрос по Zoom. Әріптестер, осындасыздар ма? Слышно? Добрый день. Ага, здравствуйте, можете задать свой вопрос. Первый вопрос. Работа в КМГ – это престиж, высокая зарплата и премии. У вас растет прибыль. Расскажите, сколько сейчас получает средний персонал и сколько руководителей? Если растет прибыль, то растут ли зарплаты вслед за ней? Спасибо за вопрос. Информацию о средней зарплате производственного персонала, административного персонала, руководства я прямо сейчас вам сказать не могу. Вот, она у нас, кстати, отличается несколько от региона к региону, от компании к компании. Но информация о компенсации руководству, компенсации труда руководству, она раскрывается в годовых отчетах. Мы обязаны публиковать эту информацию согласно требованиям казахстанского законодательства, требованиям казахстанских фондовых бирж.
Общий фонд оплаты труда у нас также раскрыт в финансовой отчетности. Я могу сказать, что в этом году у нас фонд оплаты труда значительно вырос, порядка на более чем между 20 и 30%. Связано с тем, что в этом году мы повышали зарплаты производственному персоналу, ну и в целом персоналу в регионах, не в головном офисе, а в регионах. Вы можете эти цифры посмотреть в финансовой отчетности. То есть, если я не ошибаюсь, то в прошлом году у нас фонд оплаты труда общий составлял около 470 миллиардов тенге или порядка этой цифры. В этом году у нас фонд оплаты труда составляет порядка 540 миллиардов тенге. Спасибо. Второй вопрос. Страну всколыхнула информация о миллиардных хищениях вашей компании, которые Антикор инкриминирует бывшему руководителю Шарибаеву. На какой стадии это уголовное дело сейчас и как эта ситуация повлияла на атмосферу в вашем коллективе? По данному вопросу я деталей не смогу сообщить, потому что то, что вы сейчас сказали, это для меня тоже новая информация. Шарибаев Кайрат Каматаевич, он работал в последнее время, если я не ошибаюсь, в компании «Казтрансгаз», или то, что сейчас компания называется «Казахгаз». Если вы помните, в прошлом году две компании были разделены – «Казмунайгаз» и «Казтрансгаз». Это было объявлено где-то в конце 2020 года. В начале 2021 года мы передали компанию «Казтрансгаз» в доверительное управление фонду Самрук-Казына. Далее мы занимались тем, что получали согласие кредиторов группы «Казмунайгаз» на выделение «Казтрансгаза». И в ноябре месяца прошлого года две компании были полностью разделены. То есть сейчас «Казмунайгаз» – это отдельная компания, «Казтрансгаз» – это отдельная компания. «Казтрансгаз» напрямую принадлежит фонду Самрук-Казына. И, насколько я помню, Шарибаев Кайрат Каматаевич, он работал именно в компании «Казтрансгаз». То есть вас лично КМГ эта ситуация никак не коснулась и никаких изменений не было в коллективе? Я думаю, да. Именно по этой ситуации именно так. Хорошо, понятно. И последний вопрос. Летом министр энергетики заверил, что частый ремонт изношенного оборудования и теневой экспорт могут привести к дефициту сжиженного газа в стране. Какие меры вы приняли, чтобы решить вот эти две проблемы, которые обозначил министр? Вы знаете, что сжиженный газ или так называемый сжиженный углеводородный газ, по-английски LPG, он производится на нескольких заводах в Казахстане. Это казахстанский ГПЗ в городе Жанаузень, это Атырауские, Шымкентские, Павлодарские заводы. Дело в том, что, как я ранее говорил, заводы из года в год наращивают объем выпуска нефтепродуктов, в том числе сжиженного нефтяного газа. Сейчас мы ведем работу над реконструкцией казахстанского ГПЗ в городе Жанаузень. Это большой проект по поручению главы государства, и он входит в комплексный план развития Мангистауской области. Финансируется Казмунайгазом за счет собственных средств, ну и также, возможно, за счет привлеченных заемных средств. На других заводах, как я говорил ранее, ну и вообще на всех заводах из года в год объемы нефтепродуктов они растут. Это результат той модернизации, которая была проведена несколько лет назад. Но при этом действительно есть перетоки в соседние страны из-за того, что есть разница в цене. Соответственно, дефициты могут возникать в определенные сезоны. Для этого, к примеру, в горячие сезоны, в этом году это был август-сентябрь, немного октябрь, Казмунайгаз именно в эти периоды завозил чуть больше нефтепродуктов из соседних стран для решения этой проблемы. Понятно, что это временная ситуация, сезонная, то есть другие периоды в течение года ситуация может сложиться даже наоборот, когда складывается избыток нефтепродуктов, в том числе сжиженного газа. Я так могу прокомментировать ваш вопрос. Все, спасибо большое за ваш вопрос. Спасибо, Надежда.
Еще один вопрос поступил в Телеграм. Как продвигаются переговоры о транзите казахстанской нефти через Азербайджан? Когда начнутся поставки, в каких объемах? Нефть пойдет далее на экспорт через Турцию или через Грузию? Переговоры продолжаются довольно успешно. Мы ранее объявляли о том, что между Казмунайгазом и Сокаром было подписано соглашение на 5 лет на транспортировку до 1,5 миллиона тонн казахстанской нефти через нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан. То есть это именно побережье Турции, не Грузии. Сейчас мы ведем работу по тому, кто из казахстанских нефтедобывающих компаний будет транспортировать эти объемы, начиная со следующего года. В будущем мы ожидаем, что данные объемы будут наращиваться. Мы видим заинтересованность не только со стороны казахстанских добывающих компаний, но и также большую заинтересованность с азербайджанской стороны. Спасибо за ответ. Еще один вопрос. Касательно стоимости КМГ. В каком коридоре сегодня оценивают стоимость Казмунайгаз? Почему такой разбег? Мы объявили цену за акцию 8406 тенге. Это соответствует оценке компании, всей компании, собственного капитала всей компании в 5,1 триллиона тенге или 11 миллиардов долларов. Это та цена, которая была утверждена Государственной комиссией по модернизации экономики и комиссией по приватизации с участием членов правительства. Данная цена была установлена, принимая во внимание производственные и финансовые показатели компании, принимая во внимание рекомендации финансовых консультантов, то есть казахстанских брокеров, которые размещают эти акции сейчас, и также с учетом всех рисков, которые присущи компании, и с учетом текущей рыночной ситуации. Но при этом, конечно, инвесторы и аналитики могут каждый оценивать акцию по-своему, кто-то больше, кто-то меньше, но мы видим, что ведущие брокерские компании Казахстана оценили стоимость компании и, соответственно, стоимость одной акции намного выше, чем 8406 тенге. Мы видим, что средний потенциал роста цены ими указывается в диапазоне от 30 до 50%. Но это их оценка, это не оценка фонда Самрук-Казна, это не оценка Казмунайгаза. Наша оценка 8406 тенге для данного размещения. После того, как 7-8 декабря запустятся торги акциями Казмунайгаза, цена уже будет определяться рынком с учетом всех рисков, с учетом ожидаемых дивидендов и с учетом перспектив роста компании, как это обычно происходит на бирже. Спасибо. Спасибо за ответ. Коллеги, если есть вопросы зала, то мы можем принять их. Если нет, можем завершить сегодняшнюю пресс-конференцию. Телеграм-каналда да қарап отырмын, сұрақтар жоқ. Осымен Дәурен Сапарұлы, уақытыңызды бөліп бүгінгі баспасөз мәслихатына келгеніңізге рахмет айтамыз. Құрметті әріптестер, осымен бүгінгі баспасөз мәслихатымыз аяқталды. Жақсылықта, жағымды жаңалықтармен жүздесейік. Рахмет, сау болыңыз.